Всем привет! Вот и завернулся виток спирали времени с того момента, как я в прошлом году выложила свое первое видео о зимнем восхождении на самую высокую вершину Сува-Планины Трем. Минуло много мест, вершин, километров, шагов, и по закону спирали времени я ждала эту точку, вокруг которой происходит вращение, чтобы ощутить это событие заново, на более глубоком уровне. Я помню, как тяжело далось восхождение в прошлом году, как с каждым шагом я боролась с мыслью повернуть назад и очень хотела испытать себя в этом году. Трем находится на высоте 1810 метров над уровнем моря. Разность высот 1400 метров, длина маршрута до Недушника всего 20 километров туда и обратно. Первая пауза, отдых, через 4 километров ждет в туристическом доме, планинарском доме. Эти высокие спортивные молодые люди в красной одежде – горно-спасательная служба. Они также поднимаются сегодня с нами и всегда участвуют в акциях по восхождению, которых в течение года бывает немало. Душа радуется, когда видишь, что есть такие крепкие ребята, которые посвятили себя такой отважной, серьезной работе. Вторая пауза еще через 2 километра. Это выход на Девоечки гроб на высоту 1311 метров. Это первое вознаграждение для глаз за крутой подъем по лесу. Но самое сложное еще впереди. Остаток пути 4 километров. Нас ждет непрерывный подъем, и здесь условия усложняются сильным ветром. Это, пожалуй, самый впечатляющий по красоте участок. Завораживающие скальные выступы манят остановиться и ощутить восхищение природой. Ощущаешь себя песчинкой в этой силе, в этой мощи гор. Итак, 28-е зимнее восхождение на Трем. Всего 864 участника из 83 клубов, в том числе из Республики Сербской и Македонии. Самый многочисленный клуб был Орфей из Белграда. Самый молодой участник 9 лет – это мой сын, самый взрослый, самый мудрый, самый старый язык не поворачивается, 76 лет. Что касается моего личного испытания, моего витка спирали времени, я скажу, что легко не было. Но прошедший год дал базу, основу для моих физических возможностей, выдержки, стремления дойти до конца. Спираль времени продолжает свое непрерывное движение. Прошлое влияет на настоящее, а настоящее на будущее. Поэтому мы шагаем дальше. Увидимся скоро в новом прекрасном месте, на новой вершине. Пока-пока.